Формула Штайнмаєра – головна новина не лише українських, але й світових ЗМІ. Капітуляція чи крок до примирення? Протягом ефіру будемо у цьому розбиратися. Я Катя Вишневська, і ми починаємо. Зеленський призначив нового секретаря РНБО. Що за людина? Нормандська четвірка визначилась. Зустрінуться в Парижі. Зеленський хоче побачити концепцію звільнення Криму і Донбасу. Хто її писатиме? Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу АТР. Катерина Вишневська разом із вами до 21-ї години задля обговорення найактуальніших тем. І я вітаю наших гостей. Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України, фракція «Європейська солідарність» Ахтем Чийгоз та Енріке Менендес, голова правління аналітичного центру «Донбаський інститут регіональної політики». Президент України пояснив останні дії влади щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Давайте подивимося відеозвернення. Давайте розберемось, що це за формула. Чи передбачає вона, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу? Ні. Чи передбачає вона, що вибори на Донбасі пройдуть завтра і під дулом кулеметів? Ні. Ця формула каже лише одне. Коли має запрацювати так званий закон про особливий статус Донбасу. А саме після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законодавством України та після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулись відповідно до міжнародних демократичних стандартів. Ось таке пояснення опублікував президент України Володимир Зеленський. Ахтем Ага, на вашу думку, чи дійсно послідовні були ці дії? Спочатку брифінг, тепер отаке пояснення, з чим це пов'язане, на вашу думку, і чи достатньо інформації надав президент України? Я вважаю, добрий вечір, я вважаю, що насамперед треба було в таких дуже складних вопросах треба було звернутися до такое обращение, встретиться с фракциями, обсудить. И я думаю, что сейчас и заявление вот это громкое, мы отведем войска, и я гарантирую жизнь в серой зоне, там, значит, гарантирую безопасность, а теперь, значит, ні на це виклики, где не личные гарантии президента, где шаги, пути, гарантирующие то или другое действие. Например, что это означает особый статус? Вся страна говорит, особый статус на постоянной основе мы не примем, потому что это федерализация. В парламенте, во всяком случае, 3 фракции очень серьезные заявления сделали, и я думаю, что в «Слуге народа» тоже большинство не будут готовы голосовать за особый статус в виде автономных образований, даже если войска Россия выведет за пределы границ наших государственных, потому что это есть угроза, как они считают, а как мы все считаем. Поэтому тут нужно, на мой взгляд, раз ты уж решил обратиться, увидев, что какой резонанс в обществе вызвали вот это вот подписание так званого Штайнмаєра, я считаю, что это шаги, правила ігри, нав'язувані Путіним, пусть про це ми докладніше трошки згодом поговоримо. Пане Енріке, а вам як звернення президента? Чи достатньо інформації ви у ньому почули? Зеленский вынужден был выкручиваться из ситуации, которую, собственно, сам же и создал. Поэтому это выглядит несколько натянуто, на мой взгляд. Потому что вот этот брифинг, который был проведен позавчера, произвел эффект информационной бомбы и, естественно, вызвал гигантский резонанс. По моему мнению, это было плохо подготовлено. Очевидно, что наш президент находится под большим давлением, при этом не только со стороны, конечно, Российской Федерации, но и со стороны наших западных партнеров Франции и Германии, которые на него давят с целью того, чтобы давайте он подписал... зараз послухаємо канцлерку Німеччини, яка проанонсувала майбутню зустріч нормандської четвірки і повідомила, де зустрінуться лідери.
Ми домоглися прогресу, але потрібно багато подальших кроків. Це не означає, що ми вже можемо зняти санкції, але є передумови. І усі сторони сьогодні це підтвердили, що тепер може відбутися зустріч на рівні глав держави-урядів. Ми хочемо знайти дату, щоб зустрітися в Парижі. Цього разу це буде Париж. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прокоментував узгодження формули Штайнмайєра. Давайте послухаємо, що саме він сказав. Плану Б бути не може. Мінські угоди – це база, на якій повинно все вибудовуватися. Якщо вже бути конкретним, то формула Штайнмайєра – це вже компроміс у порівнянні з початковим текстом Мінських угод, схвалених Радою безпеки ООН. Початковий текст припускав спочатку закон про особливий статус і фіксація його в Конституції, а потім проведення виборів. Ну і, власне, які саме кроки передбачає погоджена формула? Увага на екран. Спочатку Верховна Рада має ухвалити закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областях. Це буде нова редакція. Потому на окупованому Донбасі призначають місцеві вибори. Їх треба провести за Конституцією України та спеціального закону України, що регулює проведення місцевих виборів у ОРДЛО. У день голосування о 20:00 за місцевим часом вступає в дію закон про особливий порядок самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Спершу закон діятиме на тимчасовій основі. Далі ОБСЄ має підтвердити, що вибори в ОРДЛО проведені чесно, без тиску та є такими, що відповідають міжнародним стандартам і українському законодавству. Після звіту ОБСЄ особливий порядок в окремих районах Донецької та Луганської областей діятиме на постійній основі. Пане Енріке, чи все вас задовільняє у цій формулі? И чи принесе це мир на Донбасс? Я как человек, который занимается вопросами Донбасса очень плотно в силу своей профессиональной деятельности, и в силу того, что я из Донбасса, я из Донецка, то я не увидел в том событии, которое произошло, ничего, что могло бы такой масштаб резонанса спровоцировать. Ведь, по сути, утверждение вот этой формулы Штайнмайера не дало нам никакой дополнительной информации, которой у нас не было, например, с 2016 года, когда она впервые появилась. Но из-за того, что офис президента, с моей точки зрения, совершил несколько грубых ошибок в коммуникации с политическими силами, о чем уже говорил мой уважаемый коллега, из-за этого это вызвало вот такой вот эффект. В формуле Штайнмайера нет ничего, там нет ни зрады, ни перемоги. Это просто выполнение предусловий до встречи в Нормандской четверке. Было уже объявлено, что закон об особом статусе будет обсуждаться. Это обсуждение даже еще не началось. Более того, другие ключевые пункты Минских соглашений, которые должны расшиваться внутри подгрупп в рамках Минска, они тоже еще абсолютно никакой информации там нет. Ахтем, на вашу думку, зрада є у тому, що ми побачили? Есть зрада, є таке відношення к закрытости проводимых переговоров. Есть, и оно все возрастает, глубокое недоверие, непоследовательностью и спонтанностью, и оно началось немного раньше, когда на экономическом форуме президент сказал о неком плане и неких встречах, которые он не может нам, обществу, рассказать, і які кардинально я так розумію, народним депутатам теж він не може розказати. Там, зокрема, ваша фракція зверталася до президента, до голови МЗС. Потом мы увидели такую вот ганьбу при встрече с Трампом, когда он сказал, ведь все остальное это риторика, когда он сказал, что Трамп ответил президенту Украины, что вы как-нибудь сами разберетесь с Путиным, лучше бы этой встречи не было, вот на мой взгляд. Дальше. И потом мы вдруг получаем подписание. До этого были заявления очень высокопоставленных лиц с команды президента о том, что нужно восстанавливать доверие, да, что в конце концов нас никто в НАТО не ждет и так далее, и так далее. И что есть умовы, которые, как Путин сказал, появилась слабая надежда, оптимизм на отношения с Украиной, да? Так вот это все копилось. И сейчас вот это, знаете, как такой вот еще маленький взрыв произошел. Почему? Во-первых, вот коллега говорит, что он с Донбасса, да? Я вот с Крыма, да? И вот даже в Крыму
сейчас, если рассматривать вопрос того, что войска уйдут, оккупирующие, российские войска оккупационные уйдут с Крыма, мы что будем иметь в Крыму? Сразу вот такую вот свободу и вот этот весь мусор, и страх, который был накачан за эти 5 лет в сознании людей, они не будут оглядываться назад и смотреть, а еще что-то не изменится вдруг. Вот такие они сразу станут раскрепощенные, и они знают точно, что Украина это уже почти европейская страна, здесь свобода, мышление, да, выбор свободный. Так будет в Крыму? Нет. Поэтому вот это и есть одно из самых глубоких, скажем так, ошибок команды президента. Не сейчас, не через год, по моему убеждению, проводить местные выборы на территории Донбасса недопустимо. Потому что, чтобы человек стал уверенный, как и раньше, пусть со своими там взглядами, пусть это не входило в канву общеукраинской национальной идеи, да, там русскоязычные мы их называли, что в Крыму, что на Донбассе, но они свободны были. Они знали, они приходили и кидали этот бюллетень и говорили, что они хотят. Сейчас нету абсолютно никакой уверенности после 5 лет такого давления и угроз, что человек способен вообще в короткий срок переформатироваться, освободиться от страха. Все остальное, что говорится, такой некий план, это действительно оно имеет такое вот понимание зрады, потому что нельзя с Путиным, которого интересует вся Украина, нельзя идти на такие уступки. Это все проходили. Если в 15, 14, 16 годах принимались определенные решения для того, чтобы страна могла получить люфт и окрепнуть, то сейчас, имея сильную армию, имея сильних союзників в Європі, вот так просто все обрушить ми не мали права. Згадаємо, що передбачають Мінські угоди, які були підписані ще в 2015 році, це у частині про особливий статус Донбасу. Звільнення від покарання та переслідування осіб, пов'язаних з подіями, що мали місце в окремих районах Донецької та Луганської областей, право на мовне самовизначення ОРДЛО, участь органів місцевого самоврядування в призначенні прокурорів і суддів, можливість для центральних органів влади укладати з органами місцевого самоврядування угоди щодо економічного, соціального та культурного розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей. Держава надає підтримку соціально-економічного розвитку в ОРДЛО, сприяння з боку центральних органів влади транскордонному співробітництву окремих районів Донецької та Луганської областей із регіонами Росії, створення загонів народної міліції за рішенням місцевих рад з метою підтримання громадського порядку в ОРДЛО. Пане Енріке, на вашу думку, чи треба виконувати оці погодження у Мінську пункти? Я большой сторонник выполнения политической части Минских соглашений. Во-первых, потому что я считаю, что это единственный путь к миру. Во-вторых, в конце концов, Украина как государство их подписала. Минские соглашения являются официальными, легитимными, они заверены Советом Безопасности ООН, и у нас есть определенные международные обязательства. Если мы со своей стороны откажемся их выполнять, то у нас явно будут проблемы с нашими западными партнерами, которые, как известно, настаивают на их последовательном выполнении. С другой стороны, мы, конечно же, не должны допускать, чтобы в Минских соглашениях было что-то, что будет наносить вред нашему суверенитету и нашей государственности. Более того, любые шаги, которые вызовут недовольство в обществе, на мой взгляд, являются вредоносными, потому что если общество в целом не будет одобрять, то никакого устойчивого мира у нас не буде. Ну, от свого часу ламалося багато спасів. От ми побачили, це все зберігається. От амністія, наприклад, учасників збройних формувань, чи створення загонів народної міліції. Обратите внимание, что в Минских соглашениях дана очень общая рамка. То есть Минские соглашения, если почитать оригинальный текст этих соглашений, они написаны в очень общих характеристиках. То есть есть базовые блоки, есть амнистия, есть особый статус, есть участие бывших сепаратистов в выборах. Все это понятно. Но дьявол, как известно, кроется в деталях. Даже в законе об особом статусе, который как бы принят и как бы проголосован в первом чтении. Ну, він діє до 31 грудня цього року. Этот закон пустоват. Он по большому-то счету не несет в себе ничего, и более того, эти изменения не внесены. Новый закон, насколько будет новый? А вот знаете, по поводу нового закона самое большое прения, потому что, во-первых, мы понятия не имеем
каким он будет. У нас нет даже очертаний. Самая большая Вот проблема, давайте зараз. на мой взгляд... Народний депутат України у нас в студії, чи є вже в Можно Верховній я закончу Раді? свою мысль? У нас самая большая проблема, что команда Зеленского оказалась очень закрытой. Она не выносит вещи на обсуждение. Президент в своем обращении на брифинге сказал, мы будем залучать экспертов. И об этом говорят члены его команды, начиная с мая. Но ни одного большого круглого стола, никакой открытости процесса я пока не увидел. И в этом большой риск. Потому что плана Зеленского, как оказалось, не существует. И каким он будет, на данный момент мы не знаем. Для того, чтобы план заработал, он должен быть одобрен обществом. Посмотрите на нашу социологию. Большинство украинцев хотят мира путем компромисса. Но они не знают, как будут выглядеть эти компромиссы. Но другого пути у нас нет. Какая бы сильная у нас ни была армия, победить военным путем мы не в состоянии. Значит, мы должны идти на компромиссы, иногда даже болезненные. Но мы должны объяснить обществу, почему, зачем мы это делаем и что мы будем иметь в конечном итоге. Так, от в Верховній Раді якісь є вже думки про це, бачення? Думки-то есть, але що стосується нового закону, його немає. Его, я думаю, что и нету его... Он есть в качестве неких компонентов в головах команди Зеленського. Я вот так вважаю. Але це в тех умовах, в которых принимался Минск, это была необходимость для того, чтобы сохранить и пойти на компромиссы. Совершенно верно. Никто не говорил за эти годы, что это уникальное соглашение, которое нужно выполнять досконально. Поэтому прошлый парламент в ряде таких критичных моментах отказывался голосовать. Так вот, надо это разделить надо. Есть где конкретно вопросы касательно безопасности страны. То есть восстановление админграниц. То, что говорят про амнистию, изначально, даже я еще, когда не был в Украине, находился, как говорят, в не столь отдаленных местах, да, и то я слышал о том, что амнистия будет касаться категории людей, у которых нет крови на руках. Однако, когда ты пишешь, включаешь слово «амнистия», оно слишком общее. Далее идет детализация. Вот эти вопросы как раз-таки подвержены компромиссу. Но что касается народной милиции, что касается установления условий самосуществования этих образований, это достаточно серьезные вещи. Поэтому сегодня в стране очень большие волнения. И я это всегда рассматриваю как бы сквозь призму Крыма. Потому что Крим и ніби Донбасс... за дужками у цьому процесі взагалі он не опинився. за дужками. Ну, його нема у Мінських не угодах. может быть такого. Уж очень хорошо мы, как нация, и знаем, что у Путина всегда присутствует эта тема. Когда начиналась война, уже был оккупирован Крым. И все мы знали, и все ведущие страны, и лидеры этих стран говорили, что мета основная Путина – это чтобы сдали Крым. Поэтому меня убедить в том, что где-то на словах не обсуждается параллельно Крым, вот вы меня не сможете убедить. Другое дело, мы не должны зависеть от каких-то обсуждений. Мы должны видеть, каким курсом идет страна. От, до речі, ви зачепили, що вже почалися деякі мітинги, протести, і через погодження формули Штайнмаєра, бо ці акції пройшли у різних містах України, і ось що можна було побачити вчора під Офісом Президента. Зеленський, я знаю, ти побачиш ці слова. Я хочу, щоб ти зрозумів, ті люди, які стоять навколо нас, це вже не тільки студенти. Це люди, які були готові вбивати і вмирати за Україну. І так вони вбивали, і робили правильно. І завдання президента України, воно полягає в тому, щоб наша армія вбила всіх ворогів! Слава Україні! А что касается силы, в Украине есть очень серьезная сила. Это сила желания того, что мы хотим быть независимыми. Многие республики постсоветского пространства этой силы не заимели и остались сателлитами России. Так вот, если у нас есть такая сила, она должна продуктировать условия перед Путиным и перед нашими партнерами. Так вот, это удавалось сделать. Поэтому коалиция была сильная, которая вместе с нами отрабатывала
всякого рода соглашения. Чому ви прийшли на Майдан? Почему я пришел на Майдан? Мне не безразлично, я всегда говорю, я все Майданы был. Кстати, второй Майдан был очень неоднозначно воспринимаемый в Крыму. Пане Енрике, Секундочку. а ви були на я Майдані все равно не позавчора? Нет, я не был. Я, более того, считаю, вот эти вот акции протеста, которые сейчас проходят, это попыткой монополизировать мнение народа и попыткой уличными методами внести коррективы в проводимую политиком, государством. Эти акции протеста, которые сейчас проходят, не такие масштабные, чтобы эти люди могли себе позволить Тобто ви говорить от вважаєте имени ці всего. акції штучними? Нет, я не считаю эти акции искусственными. Я считаю, что эти люди имеют право на свою точку зрения. Но я не считаю, что они имеют право монополизировать и говорить от имени всего общества. У нас колоссальный уровень доверия к президенту. 73% проголосовали за Зеленского. И сейчас пока мы не видели самых свежих опросов, но по прошлым этот рейтинг сохраняется. 79% украинцев хотят достижения мира исключительно политико-дипломатическим путем. Вот этот мандат общества дает право президенту действовать последовательно. Он пока действует не очень последовательно, потому что видно, что он оказался в очень сложной ситуации, зажатой между многими обстоятельствами. Но в целом я считаю крайне неправильным позволять президенту и другим органам власти обращать слишком много внимания на улицу. А если у нас завтра выйдут на улицу точно такие же люди, которые начнут говорить здесь же в Киеве, в других городах Украины, которые скажут, мы голосовали за президента, у него есть от нас право голоса, право представлять Украину на международной арене и проводить изменения, которые он считает нужным. Мы что, драться будем друг с другом здесь? Вы уверены, что нам это нужно? Давайте так, не продуктировать эти... Я бы хотел, извините, закончить свою мысль. Я в прошлую вашу фразу о том, что вопросы Крыма и вопросы Донбасса не должны разделяться. Я как раз считаю, что нужно их разделить. При этом я считаю, что, конечно же, мы не имеем права забывать вопросы Крыма. То есть Крым – это Украина, в этом нет никаких сомнений. И любой президент Украины, который скажет, мы обменяем Донбасс на Крым, это будет его последний день. Я думаю, мы это все прекрасно понимаем. Правда? Но, тем не менее, вопросы Донбасса первоочередны, потому что там гибнут люди. Нам нужно решить этот конфликт. Вот здесь а потом нам нужно каждый день гибнут люди, и характер этих смертей достаточно широкий и разный. Убивают, уничтожают, да? Зверски убивают. Одну секундочку. Все-таки это разные вещи. Одну секунду. Горячая война Нет, совсем не разные. Совсем не разные. Другое дело, характер открытой и закрытой войны, да. Но это одна и та же война. Это первое. Второе. Ни в коем случае, и нас не устраивает уже сегодня, я имею в виду тех сотен тысяч, которые в Крыму, что Украина или мир не забудет о Крыме. Вот как по Донбассу сейчас идет вопрос, что все скрыто и мы четко не знаем плана. Мы по Крыму не знаем. Но у нас есть аргументы, и мы говорим, забейте гвоздь. Сильный гвоздь в стол переговоров на международной площадке, мы поможем его забить. Это статус автономии, его изменение, его характер, это субъектность международного права, это сила в руках Украины и президента. Однако этот гвоздь, он так и лежит, не забивается. Я с вами совершенно согласен в этом отношении. Почему? Потому что на самом деле есть угроза того, что сегодня вот такими компромиссами, ведь ты же эти компромиссы готовишь на площадку, где сидят, так сказать, сильные мира сего, да? И если ты показываешь свои уступки, то ждать от Меркеля или от Макрона, или от Трампа, который, может быть, еще будет 2 года, а может и не будет, да? Это все относительно. Если подвести нужно силой выходить. Небольшой краткий итог, проблема наша заключается в том, что за 5 лет, которые прошли со дня аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, Украина не предоставила, к сожалению, своего разумно звучащего для Запада плана освобождения наших территорий. И так получилось, что вот этот план теперь нам навязывают. Коллеги, часть общества это не принимает. Вот извините, а вот плана такового... Ну вот вы видели, вы крымчанин, вы народный депутат. Вибачте, час вже вичерпано. Такого плана освобождения Крыма. Такого плана не могло быть в буквальном смысле. Змушена зупинити вашу дискусію. На жаль, час вичерпано. Ахтем Чайгос, Енріке Менендес були гостями нашої студії. Далі ефір АТР продовжить випуск новин за Ман Шевкетом Наматулаєвим. Я Катерина Вишневська. За 20 хвилин повернуся до цієї студії. Залишайте з АТР і дякую, що довіряєте. Сьогодні у Прайм Скрипін. Соломія Боброва